Несмотря на отсутствие сейчас в республике случаев заражения, необходимо приложить все усилия по их предупреждению и предпринять превентивные меры для защиты населения, отметил в своем выступлении Махмуд Али Калиматов. Кроме того, в ходе совещания было решено ввести ряд ограничений для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой инфекции. Слава Всевышнему, у нас пока здесь нет опасности, но это такая зараза, что она, так сказать, без спросу придет. Поэтому каждый на своем месте отнеситесь к этому серьезно. Настороженность наша, не излишняя она. Но мы просто-напросто должны сегодня понимать, один случай и потом уже не уловим, нигде не уловим. Особое внимание обратить к аэропорту, кто откуда летит. И, естественно, там, где общественные места у нас есть, при необходимости обращайтесь в Роспотребнадзор. Особенно просьба к детям отнеситесь правильно. Детей надо оградить от этого. Поменьше скопления в общем. Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, на территории республики всего под наблюдение в условиях домашней самоизоляции попали 3 человека. Наблюдение за одним из них завершено. Человек здоров, лабораторные анализы отрицательные. Особо опасное место – это у нас здравоохранение. Значит, вот это вот инфекционное, особенно отделение, тут чихнул уже, подозрение должно быть. Значит, в всех отделениях инфекционных они должны карантинные быть. Если туда попал человек, тут не поймешь, то ли грипп, то ли ОРЗ, то ли что там. Понимаете, пока не проверишь. Проведите там разъяснительную работу и медсестрам, и другим. Людей тоже не пугайте, ничего у нас не произошло. Просто неподозрительность какая-то, просто разъясняйте людям и информируйте об этом. В заключение Махмуд Али Калиматов напомнил об индивидуальной ответственности каждого гражданина. Я прошу не забывать о необходимости следовать несложным правилам личной и общественной безопасности. Уважаемые земляки, пожалуйста, берегите себя и своих близких, соблюдайте меры профилактики и не поддавайтесь панике, обратился глава Ингушетии к жителям республики.